Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазақстан Республикасы Президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің Батыс Қазақстан облысындағы филиалының алаңына қош келдіңіздер. Бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы ұлт жоспары 100 нақты қадам бойынша Батыс Қазақстан облысында атқарылып жатырған жұмыстардың барысы туралы айтатын боламыз. Добрый день, дорогие коллеги. Начинает свою работу Западно-Казахстанский областной филиал службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан. Тема сегодняшней пресс-конференции о ходе реализации плана нации 100 конкретных шагов Западно-Казахстанской области. Бүгінгі қонағымызбен таныс болыңыздар. Алтай Сейдірұлы Көлгінов, Батыс Қазақстан облысының әкімі. У нас сегодня в гостях Кульгенов Алтай Сейдирович, аким Западно-Казахстанской области. Құрметті Алтай Сейдірұлы, сөз өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті баспасөз мәслихатына қатысушылар. Экономикасы дамыған, ғылым білімі өркендеген қуатты мемлекет құру арқылы ғана біз бұл жаһандық бәсекелестікке жауап бере аламыз деп елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атап өтті. Қазақстан Республикасының президенті ұлт көшбасшысы жариялаған 5 институционалды реформа жүзеге асыруға бағытталған 100 нақты қадам ұлт жоспарының да негізгі көздеген мақсаты осы. Осы жылдан ұлт жоспары елімізде нақты жүзеге асырылуда. Бүгінгі кездесуімізде ұлт жоспарының Батыс Қазақстан облысында қалай жүзеге асырылып жатқан жөнінде мәлімет беретін боламын. Бірінші бағыт – кәсіби мемлекеттік аппарат құру. Ұлт жоспарының алғашқы 15 қадамы билік органдарының кәсібилігін арттыру, мемлекеттік қызметке қабылдау, қызмет барысында лауазым жоғарылату тәртібіне арналған. Осы мақсатта былтыр мемлекеттік қызмет туралы заңына өзгерістер енгізілді. Нәтижесінде меритократия, ашықтық, әдептілік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы төзбеушілік қағидаттарына негізделген мемлекеттік қызметтің мансапты моделі жұмыс істей бастады. Мемлекеттік қызметке іріктеудің 3 кезеңі қолданысқа алынды. Бірінші кезеңде заңды білу жөнінде тестілеуден өтеді кандидаттар. Екінші кезеңде өзінің жеке қасиеттерін бағалайтын тестілеуден, және үшінші кезеңде мемлекеттік органның жариялаған конкурсына қатысады. Мемлекеттік қызметке алғашқы келушілерге тез арада бейімделу мақсатында 3 ай мерзім сынақ берілетін болады. Осы орайда тәлімгерлік институтының рөлі күшеймек. Енді мемлекеттік қызметкер үшін мансаптық өсу тек конкурс негізінде атқарылатын болады. Жоғары тұрған лауазымға өту үшін бірінші төменгі лауазымдарда жұмыс атқару талаптары қойылуда. Жыл басынан бері өңірімізде осы жаңа заңның талаптарына сәйкес 6 маман жұмысқа қабылданды. Мемлекет қызметшілердің моральдік бейнесіне, іскерлік қасиеттеріне қойылатын талаптар жоғарылату мақсатында әдеп кодексі мен әдеп жөніндегі өкіл институты енгізілді. Екінші бағыт – заң үстемдігін қамтамасыз ету. Мемлекет басшысының дамыған елдердің 30-дығына кіру жолында жарияланған 100 нақты қадам ұлт жоспарының 16-шысы мен 34-ші аралығында қадамдары заңның үстемдігін қамтамасыз ету бағытына арналған. Ата заңда айтылғандай, заң алдында азаматтың бәрі бірдей. Осы қағидатты мүлтіксіз сақтау тұрғысында ұлт жоспарында бірқатар нақты тапсырмалар берілді. Өз кезегінде сот билігі тармағы мен сот процесін ашықтығын қамтамасыз етуге, сот жүйесі инстанцияларын оңтайландыруға, судья лауазымына іріктеу талаптарын күшейтуге, бір сөзбен айтқанда сот жүйесін жетілдіруге арналған жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Сот отырыстарында азаматтардың қатысуын ұйымдастыру мақсатында алқа билер кандидаттарының тізімдері жасақталды. Оған 6250 адам анықталды. Сонымен қатар биылдан бастап өңірімізде жергілікті полиция қызметі құрылды. Қоғамдық тәртіпті сақтау, жол қозғалысы ережесін бақылау, тұрмыстық қылмыстар мәселесі жаңадан құрылған органның құзыретіне берілді. Олар халық алдында жыл сайын есеп беретін болды. Мұндағы мақсат тұрғындармен тығыз жұмыс жасау, олардың талап тілегін, ұсыныстарын ескере отырып, қылмыстың алдын алу көзделген. Өңірімізде жыл басынан бері жергілікті полиция тарапынан 34 мыңдай әкімшілік құқық бұзушылықтың 754 тұрмыстық зомбылықтың жолы кесілді. Учаскелік инспекторлар мен кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспекторлар тұрғындардан келіп түскен 8000 жарындай арыз шағымды қарап, тиісті шара қабылдады. Қоғамдық тәртіпті бұзған 1373 бұзақысы анықталып, оларға да тиісті шара қабылданды.
92 миллион теңге көлемінде әкімшілік айыппұл бюджетке тапсырылды. Жергілікті полиция құрылғаннан бері тұрғындармен 155 кездесу өткізілді. Оның 24-і Орал қаласында өткізді, қалғандары аудандардағы елді мекендерде кездесулер өтті. Жергілікті полиция кездесулердегі қоғамдық тәртіп, тазалық, базар айналасындағы заңсыз сауда, ауылдық жерлерде мал ұрлығы мен бұзақылыққа қатысты ұсыныстарға сәйкес құқық бұзушылыққа төзбеушілік қағидаты бойынша жұмыс атқарылуда. Сондай-ақ интернет порталда қылмыстық құқық бұзушылық картасы жасалды. Бұл карта жасалған қылмыстардың саны мен сипатына байланысты әр күн сайын жаңарып отырады. Осыған орай құқық бұзушылық көп тіркелген жерлерде қосымша бейне камералар орнатылады, сонымен бірге тиісті шаралар қабылданып отыратын болады. Третье направление. Индустриализация и экономический рост. Данное направление плана нации является самой объемной от 35-го шага до 84-го и охватывает важные вопросы экономического развития нашей страны. Глава государства поставил ряд задач по дальнейшей реализации программы индустриально-инновационного развития экономики и социальной модернизации страны. В рамках данного направления огромное внимание уделяется вопросам создания новых производств и привлечения инвестиций. В экономику области в прошлом году привлечено 355 миллиардов тенге инвестиций в основной капитал. По сравнению с 2014 годом рост составил 28%. В разрезе районов и областного центра в обрабатывающей промышленности основную долю занимает город Уральск, областной центр, это 70%, 14% Бурлинский район, 6,5% Зеленовский и 5,5% Теректинский районы. Остальные районы в удельном весе в основном ориентированы на сельское хозяйство, где отмечается рост производства за счет увеличения поголовья скота, объемов выпуска мяса и мясной продукции. По карте индустриализации. Одним из основных задач на сегодня является создание новых и расширение действующих производств. С учетом актуализации в рамках карты индустриализации в области реализуется 41 проект на сумму 330 миллиардов тенге, где создается 2272 рабочих мест. В первой пятилетке по карте индустриализации в регионе реализован 31 инвестиционный проект на 258 миллиардов тенге, создано 1828 рабочих мест. По итогам 2015 года доля проектов карты индустриализации в общем объеме промышленности составила 30%, в обрабатывающей промышленности 14%. К примеру, один из таких проектов является Уральский трансформаторный завод. Сумма проекта составляет 3 миллиарда 100 миллионов тенге. Потребителями силовых трансформаторов являются компании нефтегазовой отрасли, энергетической отрасли, железные дороги, а также другие отрасли. Уральский трансформаторный завод нацелен на экспорт своей продукции 90%. Уже экспортируется в страны СНГ. Здесь уже 120 рабочих мест создано. Когда будет выход на полную мощность, будут работать 600 человек. По состоянию на апрель месяц текущего года уже выпущено 840 трансформаторов на 500 миллиарда тенге. Сейчас завод работает на плановой мощности 62,5%. Уже экспортировано 300 трансформаторов на внешние рынки. Сейчас планируется выход на иранский рынок. Представители завода имеют предварительные договоренности с иранскими партнерами. Кроме того, в текущем году Уральский трансформаторный завод заключил соглашение с турецкими инвесторами. Создается совместное предприятие «Урал-Электро». И здесь будет создано дополнительно 100 рабочих мест. Проект составляет 1,5 миллиарда тенге. Будут производить приборы электротехнического оборудования, также ориентированные на экспорт. Во второй пятилетке планируется ввод 10 проектов на сумму 72 миллиарда тенге. Будут создано свыше 400 новых рабочих мест. В 2015 году введено 2 проекта. Как вы знаете, это один из них строительство газотурбинной электростанции компании Батыс Power мощностью 100 мегаватт.
Это позволит обеспечить нам энергобезопасность, снизить энергозависимость области, а также войти в разряд экспортных по электроэнергии. На сегодняшний день наша область потребляет в зависимости от сезона от 100 до 180 мегаватт электроэнергии. После запуска первого пускового комплекса компания планирует приступить к строительству второго также на 100 мегаватт. В проекте применены современные технологии, опыт ведущих мировых энергетических компаний, как General Electric, также европейские компании, в частности германские компании, оказывают техническую помощь. Сумма инвестиций привлеченных составляет $92 миллиона США. В 2016 году планируется ввод 6 объектов на сумму 52 миллиарда тенге с созданием 270 рабочих мест. Пару примеров назову. Строительство завода по производству моторных топлив экологического класса К5. Данный проект позволит обеспечить потребность западного региона Казахстана в высококачественном автомобильном бензине. АО «Конденсат» будет выпускать широкий ассортимент высокооктановых неэтилированных бензинов 5-го экологического класса в объеме более 200 тысяч тонн в год. Это позволит производить высококачественное отечественное топливо. Сумма проекта составляет 45 миллиардов тенге. По морскому судостроению вы знаете, что флагман судостроения у нас завод «Зенит». С момента приобретения независимости завод «Зенит» уже выпустил 23 корабля. Самый максимальный на сегодняшний день «Зенит» выпускает до 250 тонн водоизмещения. С текущего года уже строится новый цех на данном заводе, и до конца года будет уже завершен этот цех. И со следующего года завод будет иметь возможность выпускать суда до 600 тонн водоизмещения. Выбор данного направления модернизации обоснован необходимостью поддержки морских операций при добыче нефтегазовых продуктов на Каспии. Стоимость проекта 460 миллионов тенге. И реализация данного проекта позволит расширить номенклатуру производства, развивая крупногабаритное судостроение. Далее, создание аквакультурного комплекса по производству черной икры товарной осетрины мощностью 10 тонн икры и 131 тонны осетрины в год. Впервые будет налажено производство черной икры осетрины в условиях замкнутого водообеспечения. Стоимость проекта 4,5 миллиарда тенге. Государством также оказывается поддержка. После введения в эксплуатацию государственная поддержка составит 20% возмещения материальных затрат по капстроительству. Как вы видите, карта индустриализации дает большие возможности для технологической модернизации экономики нашего региона. И самое главное, мы видим, что предприятия ориентированы на экспорт. По развитию малого и среднего бизнеса. Глава государства ставит задачу, чтобы мы дальше развивали малый и средний бизнес, снимали административные барьеры, создавали условия и привлекали инвестиции, создавая деловой климат, удобный для развития малого и среднего бизнеса. Значительную роль в развитии предпринимательства играют субъекты МСБ в нашем регионе. На сегодня количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса составляет свыше 45 тысяч субъектов. Здесь заняты 108 тысяч человек. Это больше на 3% по сравнению с предыдущим годом. Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса составило 49 миллиардов тенге. Это больше на 2 миллиарда тенге по сравнению с 2014 годом. Доля МСБ в налоговых поступлениях в регионе составила 30%. Росту деловой активности предпринимательства прежде всего способствует реализация госпрограмм. По программе «Дорожная карта бизнеса» с начала ее реализации одобрено 513 проектов на 56 миллиардов тенге. Сохранено 22 тысячи рабочих мест, создано 3300 новых рабочих мест. В сельской местности поддержано 195 проектов на 20 миллиардов тенге. Идет работа по привлечению инвесторов, по созданию новых откормочных производств. В 2015 году одобрено 108 проектов на 6 миллиардов. Из общего количества одобренных проектов 56% приходится на село. Отраслевая структура поддержанных проектов выглядит следующим образом.
в обрабатывающей промышленности 18,5%, в транспортных услугах 17%, оказание социальных бытовых услуг 44%, развитие торговли 16%, сельское, лесное, рыбное хозяйство составляет 4% и другие отрасли. В рамках дорожной карты занятости только в 2015 году выдан 231 микрокредит на сумму 466 миллионов тенге и всего создано 3136 рабочих мест. В 2015 году на поддержку агропромышленного комплекса из средств республиканского и местного бюджета, а также из национального фонда выделено 7 миллиардов тенге. Это больше на 42% по сравнению с предыдущим периодом. За этот период агроформированиями области привлечено 6 миллиардов тенге кредитных ресурсов. Это также больше на 14% по сравнению с предыдущим годом. Приобретены в лизинг 284 техники для ведения сельского хозяйства на 1 миллиард тенге. Действуют экспортоориентированные предприятия мяса и мясопродуктов. В целом по области функционирует 21 племенных хозяйств, 101 племенных репродукторов, 26 тысяч голов племенного крупного рогатого скота, 6 откормочных комплексов на 12 тысяч голов. Ведется дополнительное строительство 4 откормочных площадок на 2800 голов. В 2015 году с участием Казагро реализовано 10 инвестиционных проектов на сумму 3,2 миллиарда тенге. В области растет количество совместных бизнес-проектов. На сегодня таковых присутствует 800. Один из таких крупных, к примеру, это совместное казахстанско-российское предприятие «Жилайский комбинат хлебопродуктов». Всю свою продукцию муки и мучных макаронных изделий реализуется как внутри Казахстана, так и на внешних рынках. В рамках реализации плана нации проводится работа по созданию и реализации экспорта казахстанских брендов. В 2015 году экспорт мяса и мясной продукции составил 2036 тонн. Это на 2,3% больше предыдущего года. За последние 5 лет наблюдается стабильный рост поголовья сельскохозяйственных животных. По итогам 2015 года поголовье крупного рогатого скота по сравнению с 2011 годом увеличилось на 24%, мелкого рогатого скота на 33% и составило 470 тысяч голов и 1 миллион 126 тысяч голов соответственно. Поголовье лошадей увеличилось до 130 тысяч голов, свиней до 26 тысяч голов, рост составил 63 и 14% соответственно. Товары агропромышленного комплекса реализуются как на внутренних, так и на внешних рынках. Одним из крупных таких экспортеров в нашей области является ТО «Кублей». Выпускает более 100 наименований мясных и консервных изделий. И продукция поставляется также на экспорт. Кроме того, ТО «Кублей» в этом году реализует проект по строительству нового мясокомбината глубокой переработки. 10 тонн мяса в смену. Это 70 голов КРС. Господдержка также составит 50% возмещения затрат от стоимости проекта. ТО «Жайхет», специализирующийся на выпуске мясных и колбасных изделий под торговой маркой «Мясодел», тоже является уже запатентованным брендом. И этот продукт знают не только внутри Казахстана, так и за рубежом. Как было сказано выше, с каждым годом растет поголовье крупного и мелкого рогатого скота, но, к сожалению, не востребованы у нас на рынке шкуры скота. Поэтому для решения данного вопроса создается предприятие по переработке шкур Пош-Руно. Это инициатива частного инвестора. Мощность проекта составляет 210 тысяч шкур крупного рогатого скота, 750 тысяч шкур мелкого в год. В конечном итоге предприятие будет производить кожаные изделия. В результате будут созданы порядка 100 новых рабочих мест. В ближайшее время уже начнутся строительные работы. Также будет оказана господдержка. По итогам завершения данного проекта до 30% затрат будут возмещены государством. В 2015 году запущен проект по созданию мясоперерабатывающего комплекса по производству блочного мяса и крупнокусковых нарезок в вакуумной упаковке в Акжайском районе. Это ТО «БАЦ Маркалам». Стоимость 2,8 миллиардов тенге. Также будет оказываться господдержка. В Зеленовском районе
ведутся работы по строительству птицефабрики мясного направления. Также частные инвестиции привлекает ТО «Жайык Агро» мощностью 6000 тонн мяса птицы в год. Стоимость проекта 3,5 миллиарда тенге. Этот проект очень важен для региона. Мы в данное время импортируем птицемясо, то есть такого крупного производства у нас нет. Поэтому государство будет всемерно поддерживать этот проект. Что из себя представляет этот проект? Он полностью выдерживает кластерный цикл, закуп суточных птенцов и содержание их до родительского стада для производства собственных цыплят. Далее птенцов откармливают специальной технологией до подходящего веса и отправляют на бойню. В комплексе имеется также комбикормовый цех, где будут приготавливаться специальные корма для быстрого роста птицы. Реализация указанных проектов играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности региона и стабилизации цен на продукты питания. Данный проект будет обеспечивать население области мяса и птиц собственного производства, покрывать потребности региона, а также выходить на экспорт. Вот в эксплуатацию планируется в следующем году. В этом году строительство и пусконаладочные работы будут завершены. В стратегической программе 100 конкретных шагов президент страны особо обратил на вопросы земельных отношений. В частности, поставлена конкретная задача по введению в оборот государства земель сельхозназначения и их эффективного использования. Также обеспечение транспарентности при предоставлении земель бизнесменам. В результате проведенных работ по инвентаризации сельскохозяйственных земель выявлено 297 тысяч гектаров сельхозназначения земель, которые не использовались. По результатам уже возвращено 151 тысяч гектаров в оборот государства. Из возвращенных госсобственность сельскохозяйственных земель в оборот уже вовлечено 60 тысяч гектаров. Для обеспечения транспарентности и предоставления земель с 1 июля текущего года будут реализовываться земли через аукционы. На сегодня готовы 50 участков общей площадью 27 007 гектаров. Из них 4 тысячи гектаров являются землями для возделывания сельскохозяйственных угодий, а также 22 тысячи гектаров являются пастбищными угодьями. По интеграции Казахстана в международные транспортно-коммуникационные потоки. Общая протяженность автомобильных дорог по области составляет 6530 километров. Из них 1132 километра республиканского значения и 5137 километров областного и районного значения. По Западно-Казахстанской области в удовлетворительном состоянии находится 2486 километров от общей протяженности. Из них республиканского значения 1155 километров, областного и районного значения 1331 километр, требующих ремонта республиканского значения 237 километров, а областного и районного значения больше половины требуют ремонта. Теперь, что делается в этом направлении? В 2016 году на ремонт и содержание сети автомобильных дорог республиканского значения было выделено 9 миллиардов тенге из республиканского бюджета. Это на реконструкцию трассы Уральск-Таскала по программе Нурлы-Жол выделено 5,5 миллиарда тенге. За эти средства будут отремонтировано капитально 31,7 километра дорог. Капремонт Чапаева-Жалпақтал-Касталовка 1,2 миллиарда тенге выделено. Будет отремонтировано 11 километров дорог. Капремонт Касталовка-Жанибек выделено 800 миллионов тенге. Будет отремонтировано 11,5 километров дорог. На отдельных участках трассы Уральск-Атырау 39 километров дорог будет отремонтировано. На это выделено 675 миллионов тенге. По итогам текущего года планируется отремонтировать более 93 километров автомобильных дорог республиканского значения. Кроме того, в текущем году на ремонт и содержание сети автодорог областного и районного значения всего выделено 6 миллиардов тенге, в том числе из республиканского бюджета 4,3 и из местного 1,7 миллиарда. На эти средства запланированы проведение ремонтных работ на следующих участках автодорог областного и районного значения.
Чапаева-Жанғала-Сайхин 22,5 километра, Ақсай-Шыңғырлау 24 километра дорог, Анқатты-Сарыөмір 12 километров, Жымпиты-Қаратөбе 34 километра, Уральск-Кирсаново 22 километра, подъезд к селу Булдырты 4 километра и в областном центре 14 улиц, 20 километров внутри городских дорог. Всего по итогам текущего года планируется отремонтировать 230 километров районного, городского, областного и республиканского значения дорог. По строительству жилья. В рамках антикризисных мер в 2016 году на строительство жилья и подведение необходимой инженерной инфраструктуры было выделено как из республиканского, большая часть, в том числе частично софинансирование из местного бюджета, 12 миллиардов тенге. Из всех источников финансирования планируется построить 15 многоквартирных жилых домов общей площадью 130 тысяч квадратных метров. Это 1750 квартир и 22 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Из них 5 домов для вкладчиков Жилстройсбербанка – это 675 квартир, 2 дома для молодых семей – это 180 квартир, 6 домов для очередников по линии казахстанской ипотечной компании. Администратором является фонд Байтерек. Здесь выделяются средства по программе Нурлы жол. Будут выданы очередникам 671 квартира. 2 дома строятся по принципу государственно-частного партнерства, где будут построены 225 квартир. Часть из них будет предоставлена владельцам квартир аварийных домов, которые были переселены в прошлом году. Здесь тоже средства выделяются также по программе Нурлы жол. Ұлт жоспарының 76-79 қадамдары білім беру саласын жаңғыртуға арналған. Мемлекет басшысы функционалды сауаттандыруды дамыту мақсатында біртіндеп 12 жылдық білім беру жүйесіне көшуді тапсырды. 12 жылдық білім беру бойынша осы оқу жылы барысында Орал қаласының Ықсанов атындағы номер 36 мектеп және Теректідегі Шаған орта мектебі бекітілді. Педагог мамандар Астана қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектепте тәжірибеден өтті. Еліміздің 10 өңірінде жұмыс істеп тұрған оқу орындарының базасында әріптестік негізде таңдалатын колледждер бар. Осыған сәйкес Батыс Қазақстан индустриалды колледжі таңдалды. Кәсіпқор акционерлік қоғамымен осы колледждің арасында келісімшарт жасалды. Педагог мамандар Астана және Минск қаласында тәжірибеден өтті, біліктілерін арттырды. Бұның ерекшілігі колледж біздің ірі зауыттармен, мысалға Зенит зауыты, Стройкомбинат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Орал трансформатор зауыты сияқты ірі мекемелермен келісім шарт жасап, оқу күнінің бірінші жарты күнінде 900-дан астам колледж студенттері оқу орнында болады. Екінші жарты күнінде осы зауыттарда біліктілігін артатын болады. Четвертое направление – идентичность и единство. 6 важных шагов плана нации от 85 по 90 посвящены этому направлению. В рамках патриотического акта «Мәңгілік ел» прошли различные акции и мероприятия по укреплению казахстанской идентичности, формированию казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия. По всей области в рамках мегапроекта «Дорожная карта мира и согласия» прошло 800 мероприятий. С участием десятки тысяч человек оказана помощь 700 жителям на сумму 7,5 миллиона тенге. Проведено 125 конференций, круглых столов с участием более 2000 человек. В 390 школах прошли занятия на тему «Мәңгілік ел». В соответствии с поручением главы государства, в текущем году с февраля месяца функционирует Дом Ассамблеи народа Казахстана. Он в прошлом году был начат, и строительство в этом году завершено и введено в эксплуатацию. Этот Дом Ассамблеи народа Казахстана стал уникальной диалоговой площадкой по укреплению и эффективным инструментом по укреплению межэтнического, межконфессионального согласия. Также реализуется общественный проект «Большая страна, большая семья», старт которого у нас дан в области в день открытия Дома Ассамблеи народа Казахстана. Разработан план мероприятий по реализации данного проекта, в котором предусмотрен 31 масштабных дел.
Пятое направление. Формирование подотчетного государства. 10 заключительных шагов плана нации от 91 по 100 предусмотрены именно по данному направлению. Это формирование подотчетного государства. Проведены 414 отчетных встреч акимов всех уровней, где приняло участие порядка 40 тысяч жителей нашего региона. Было поднято 1057 вопросов. В этом году отчетные встречи перед населением акимов города Уральска и акима области проведены в прямом эфире в онлайн-режиме для того, чтобы максимально охватить аудиторию и рассказать имеющиеся вопросы о проделанной работе и выслушать предложения и замечания. Созданы 14 общественных советов на областном, городском и районных уровнях. В регионе в общественных советах всего 377 членов. Из них более 70% представителей НПО, профсоюзов, бизнес-структур, сферы образования, культуры и искусства. Проведены соответствующие отчеты руководителей перед данными советами, а также эта работа продолжается. Құрметті брифингке қатысушылар, бүгін өңіріміздегі елбасының бекіткен 5 институционалды реформ 100 нақты қадам ұлт жоспарының атқару жөнінде қысқаша сіздерге мәлімет бердім. Өздеріңіз көргендей, көптеген салалар бойынша жұмыс атқарылуда. 100 нақты қадам өңіріміздің дамуына, жаңа жұмыстарды құруға, инвестицияны тартуға және экономикамыздың алға ілгерілеуіне өзінің едәуір септігін тигізуде. Қазіргі экономикалық жағдайдағы үрдістерге жауап беру үшін осы 100 нақты қадамды біз сапалы іске асыруымыз қажет. Оған толық негіз бар. Мемлекет басшысы атап өткендей, 100 нақты қадам Қазақстан мемлекеттілігін нығайтуға, күрделі кезеңнен сенімді өтуге жағдай туғызатын ұлт жоспар. Біз мемлекет басшысы қойып отырған осы талаптарды жоғары дәрежеде атап өтеміз деп сенім білдіргім келеді. Оған кадрлық және материалдық жағдайдың қарастырылған толық мүмкіндіктер бар. Менің баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңызға жауап беруге. Рахмет, Алтай Сейдірұлы. Рахмет, сұрағыңызға. Шын мәнінде де денсаулық сақтау бойынша жасалатын шаралар ол өте маңызды. Қазіргі таңда бізде барлық денсаулық сақтау қызмет көрсету орындарында тиісті жұмыстар жүргізуде. Өзіңіз атап өткен бірінші жедел жәрдем қызметін біз көңіл бөлудеміз. Өткен жолы біз әріптестерімізбен барып қарадық. Мамандардың біліктілігі тиісті дәрежеде, мамандар жеткілікті, бірақ материалдық техникалық қамтамасыз ету жағынан біраз мәселелер бар екені анықталды. Мысалға, өңіріміз бойынша 180-ге жуық жедел жәрдем көрсететін машина болатын болса, қазіргі уақытта тағы да 100 осындай арнайы техника қажет болып отыр. Оған біз кешегі сессияда қаражат бөлдік. Соның кезең-кезеңмен біз алатын боламыз. Оған Орал қаласында реанимобильдер және әрбір ауданда біз 1-2 көліктен алғашқы қадамда алатын боламыз. Сонымен келесі жылда осы жұмысты жалғастыратын боламыз. Себебі ең маңыздысы азаматтардың денсаулығы мен өмірінің бізге бірінші дәрежеде тұратынын атап өту керек. Жедел жәрдем қызметі ол тез арада қызметті көрсету және сапалы көрсету керек. Осы бойынша жұмыстар атқарылуда. Енді жаңадан жыл сайын емхана немесе дәріханалар жоспар бойынша іске қосылып келеді. Білесіздер, үстіміздегі жылы да осы облыс орталығында жаңа емхана іске қосылатын болады. Оны өздеріңізге біз барлығын көрсететін боламыз. Құрылыс жұмыстары аяқталды. Тиісті жабдықтар қабылдануда. Осы жақын арада біз іске қосамыз. Сол қосымша біздің медициналық қызметтің көрсетуіне сапасын
өзін арттырып және септігін тигізетін болады. Санат Орналиев, Азаттық радиосы. Ассаламу алейкум, Алтай Сидерұлы. Алтай Сидерович, у меня вопрос касательно иска, который подало правительство Республики Казахстан на КПО. Я бы хотел узнать у вас, как у представителя правительства, представителя президента, разъяснить нам суть этих исковых требований. Там была заявлена сумма 1,6 миллиардов долларов. То есть об этом уже было сообщено в наших СМИ и в российских СМИ. Будьте добры, объясните, пожалуйста, что это за иск, с какой целью он подан, и есть ли в перспективе увеличение социальных выплат КПО в регион? Спасибо. Мы все были свидетелем того, что в ряде СМИ эта информация была, но я скажу следующее. Официальных документов по данному вопросу в местный исполнительный орган не поступало. Кроме того, этот вопрос относится к компетенции Центрального уполномоченного органа, но следует отметить, что в соответствии с нормами международного права в таких крупных проектах все вопросы урегулирования споров, они отражаются в договорах. В данном случае это ОСРП, отдельное соглашение о разделе продукции. Там конкретно указаны механизмы регулирования споров. Когда поступит официальное письмо, мы вам сообщим дополнительно. Пока таких официальных документов не поступало. Рахмет. Касательно увеличения СИП-проектов, тоже это предусмотрено ОСРП, поэтому вы знаете, что ежегодно выделяется на улучшение социальных проектов, инфраструктурных проектов 20 миллионов долларов США, что существенно оказывает поддержку развития экономики. Дмитрий, пожалуйста. Добрый день, Дмитрий Терещин, газета «Надежда». Вопросы такие. Ожидается ли в ближайшее время или в этом году увеличение тарифа на проезд в общественном транспорте, потому что некоторые перевозчики уже чуть ли не угрожают банкротством? И второй вопрос, будет ли в этом году продолжена программа благоустройства дворов? Что в этом плане делается? Спасибо. Спасибо большое. Вы на самом деле затрагиваете очень актуальные вопросы. По тарифам вы знаете, что уже с прошлого года ведутся работы в этом направлении. Мы несколько раз встречались с перевозчиками. В областном центре этим видом работы занимаются 7 предприятий-перевозчиков, все они частные. На сегодня тариф с 2013 года составляет 60 тенге на общественном транспорте по городу Уральск. Перевозчики регулярно поднимают этот вопрос, поскольку, по их словам, это экономически невыгодно. Ощущается большая нагрузка на общественный транспорт. Эти вопросы мы все изучаем, ведутся расчеты. Со стороны местных исполнительных органов тоже осуществляется контроль. Теперь, при встречах, что мы обсудили? Да, это актуальный вопрос. На самом деле, мы ставим вопрос, чтобы автобусы, они обновлялись. Ежегодно в областном центре выходят на дороги 530 единиц общественного транспорта. Больше половины из них, они устаревшие. То есть население, когда платит за проезд, они должны тоже ощущать комфорт и за соответствующую плату получать соответствующие услуги. Поэтому мы с перевозчиками провели переговоры и пришли к соглашению, что с этого года до следующего, в течение 1 года, компании-перевозчики будут обновлять автотранспорт поэтапно. В первую очередь будем избавляться от «Газелей». Вы знаете, эти микроавтобусы доставляют очень много неудобств, поскольку они малогабаритные. Особенно часы пик, они не вмещают требуемое количество людей. Люди спешат на работу, но приходит автобус по графику, они не попадают. Есть такие проблемы. Помните, в Астане и в других городах были такие вопросы, сейчас они сняты там. Поэтому мы тоже по опыту Астаны должны приходить к этому вопросу. Перевозчики, они согласились. То есть мы поставили год времени, и сейчас уже начинается обновление. Это очень важный вопрос. Затем и другой автобусный парк. Следующий этап придет уже за пазиками. Они тоже уже устаревают, их тоже нужно обновлять. Большей вместимостью автотранспорта и более комфортный вид транспорта должен заходить к нам в город. И перевозчики согласились, что будут они выполнять эти условия. То есть население должно видеть прогресс в этом направлении. Да, расчеты ведутся по тарифам. Мы видим, в некоторых компаниях на самом деле экономическая ситуация сложная.
мы дополнительно ведем расчеты. Но, естественно, тоже претензии были предъявлены компаниям-перевозчикам по оказанию услуги. Например, не все автобусы, когда мы проверяли, я тоже лично со своими коллегами регулярно выходим на маршруты и сами проверяем. Не обелечивают. То есть, когда не выдают билеты, значит, доход скрывается. Такие факты имели место быть. Чистота в салонах автобусов, соблюдение графика между остановками, а также объявление остановок. Таких требований очень много, которые конкретно предусмотрены в договорах. Что мы сказали? Если компании-перевозчики будут выполнять все взятые на себя обязательства, и население их тоже будет понимать, поскольку они тоже ездят на топливе. Чтобы обновлять автотранспорт, нужны вливания инвестиций. Мы понимаем, что некоторые компании, они брали кредит для того, чтобы обновить автотранспорт. То есть все эти вопросы в комплексе рассматриваются. Я думаю, эти вопросы по итогам, как будут уже окончательно подведены расчеты, внесут в общественный совет. И там должно найти широкое освещение и обсуждение со стороны общественности, также членов общественного совета. И затем уже прийти к консолидированному, конструктивному соглашению и принятию решения. Вот такие меры предпринимаются. Понимание есть и со стороны перевозчиков, и со стороны местных исполнительных органов. Теперь нужно все эти расчеты подвести и затем уже довести до населения. Это очень важный вопрос. Касательно дворов. Да, дворы мы в 2014 году, в 2013 году делали. На самом деле заявок очень много поступает по областному центру. Вы знаете, что почти 40% дворов, они даже больше требуют ремонта. В этом году областной центр продолжит эту работу. Сейчас районы и также областной центр, они получили соответствующие поручения. Исходя из программы развития территории, которая утверждена в нашей области, каждый район, а также город Уральск разрабатывает план развития до 2020 года, где указывают основные приоритеты. Например, по дорогам, по инженерным сетям, по освещению, по благоустройству, в том числе дворов, открытию новых скверов, ремонту социальных объектов, объектов культуры, спорта, элементарно озеленение, чистота. И, то есть основные важные моменты, они будут закреплены там. То есть под каждый проект уже должны рассматриваться бюджет. То есть в этом году что мы осилим. Если в этом году мы не успеваем, значит в этом году мы должны готовить проектно-сметную документацию, провести экспертизу, согласовать это со всеми уполномоченными органами и готовиться к следующему году. Вот это и есть планирование и прогнозирование бюджета. И такая совместная большая работа будет проделана. Там тоже предусматривается ремонт дворов. Конечно, не все дворы они будут одновременно ремонтироваться. То есть по приоритетам начнут с самых наихудших. И здесь будут учитываться и предложения депутатов. Также эти планы работы, они будут проходить через согласование общественных советов, депутатов маслихата, и будут широко освещаться для того, чтобы довести до населения. Вот такая работа ведется. По итогам вы будете проинформированы. Рахмет Куков. Уральская неделя, пожалуйста. Калашников, газета «Уральская неделя». Алтай Сидерович, у меня к вам, как главе региона, два вопроса. Один относительно аукционов земли. Я хотела бы вас спросить, вот на ваш взгляд, при реализации земли посредством аукционов, с какими проблемами власти на местах столкнутся? И второй мой вопрос относительно социальных инвестиций компании недропользователей, в частности КПУ-БИВИ. Вы на своем посту что планируете делать для того, чтобы механизм распределения социальных инвестиций был предельно открытым и прозрачным для широкой общественности? Спасибо. Спасибо большое. По аукциону это для нас новая процедура. Но в первую очередь, что хорошо, при аукционе обеспечивается транспарентность. Заранее уполномоченные органы, это управление земельных отношений, отделы земельных отношений в областном центре и в районах будут размещать его на сайтах, в средствах массовой информации. То есть наша задача, чтобы приходили люди, которые эффективно будут использовать по назначению. Практика показывает, что не все это так делают. Годами лежат земли, которые не используются, и они не даются тем, кто будет, кто имеет такую возможность. И в первую очередь вот это. Какие сложности? Ну, в законе все нормы прописаны.
Я думаю, уже практика покажет, то есть практика покажет, как, на что мы должны обращать внимание. Но сейчас наша задача обеспечить транспарентность и в первую очередь, чтобы люди зашли, те, которые будут вкладывать инвестиции и развивать. Если это сельскохозяйственные земли, если это пастбища, то есть все это должно работать на экономику и на развитие агропромышленного комплекса. Касательно социальных инвестиций. Как я уже сказал, социальные инвестиции на самом деле очень значительно помогают развитию региона. Вы видите, что вот все основные проекты, вот в прошлом году мы мосты ремонтировали, въездную группу со стороны аэропорта 8 километров с ремонтом моста, со стороны Саратовской трассы ремонт моста и 5 километров дорог, также много других проектов, в том числе социальных, это строительство детских садов, школ, их ремонт и другие вопросы. Здесь нам существенно помогают социальные инфраструктурные проекты. То есть все это для блага населения. Здесь никаких секретов нет и не должно быть. Все мы будем информировать и сообщать вам через вас, нашим жителям. Рахмет. Көп рахмет. Ғайса Али Сейтақ. Пресс Қазақпарат. Алтай Сейдірұлы, менің сұрағым спортқа байланысты болмақ. Облыста қандай спорт нысандарын салу көзделуде? Соның ішінде мына Ақжайық футбол клубына қатысты, мынау қысы жазы жаттығатындай футболшылар мүмкіндік жасала ма? Сондай командаға қаржылай қолдау көрсетіле ме? Сосын мына жастық стадионында жасанды мұз айдын салынатын жөнінде айтылған, ол биылғы наурызға қалдырылған болатын, сол жалғаса ма? Осыған байланысты. Рахмет. Шын мәнінде бұл спортты дамыту өте маңызды мәселе. Елбасымыздың алдымызға қойған бұқаралық спортты дамыту деген нақты тапсырмасы бар. Жылдан жылға осы спортпен айналысу адамдардың саны көбейтуде. Біз мерекелерде өздеріңіз көріңіздер, велошеру бар, қыста шаңғы тебу, осындай бұқаралық спорт жұмыстар жүргізілуде. Ал нысандарда салынуда, облыс орталығында, аудандарда, өткен жылы Зашаған кентінде, одан алдыңғы жылы мынау Деркулда, сосын теннистік корт бар, аудандарда, Жымпитеде, Қаратөбеде, тағы бір қатар аудандарда осындай нысандар салынды. Ал енді қазір біздің алдымызға қойған мәселе тұрғындардан келетін бассейн салып беру деп жатыр. Осы біздің жоспарымызда болу керек деп есептейміз, себебі біздің жас өспірімдер, әсіресе жастар осы спорттың түрімен айналысса жақсы болады деген сенімдеміз. Енді қазір бар бассейндер жеткіліксіз, қала саны көбеюде, ол аудандарда да біз қарайтын боламыз мүмкіндікті. Енді футболға байланысты Ақжайық спорт клубы республикалық дәрежеге қарағанда бюджеті ең төмен. Бізде ең төмен, біз негізгі минималды стандартты сақтап отырмыз. Бірақ соның өзінде біздің нәтижеміз жаман емес. Біз жоғары лигаға шықтық. Бұны біз бақылайтын боламыз, енді спортты қолдау керек. Қазіргі уақытта спортты қолдау керек. Жабық спорт алаңын салу деген ол жоспарда бар тұғын. Бірақ биыл ол жасалмайды. Біз енді келешектің еншісіне қалдырамыз. Негізінде ол керек. Себебі қазір біздің футболистердің қойып атқан сұрағы, мынау Ақжайықта ол қолдан жасалған газон, білесіз ғой. Ал мынау үлкен стадионда біздің ол табиғи. Сондықтан негізі табиғи болған дұрыс. Осы мәселелер біздің жоспарда бар. Егер біз қаражат көзін тауып жатсақ, сіздерге қосымша мәлімет береміз. Рахмет. Айгүл Ахметова, Жайық пресс ақпарат орталығы. Менің сұрағым 61-ші қадамда ет өндірісі мен өнімдерді экспорттау мәселесі туралы айтылған. Бұл туралы жаңа сіздің есебіңізден тыңдадық, ұқтық. Сұрағым, жалпы Оралда көршілес ет базарындағы өнімдердің көпшілігі көршілес Ресей елінен әкелетіндігі жасырын емес. Осы орайда өңірдегі ет өнімдерінің экспорты мен импортының пайыздық көрсеткіші қандай? Тағы бір сұрағымыз, 67-ші қадамда Қазақстан темір жолына жаңа маршруттарды дамыту жөнінде тапсырма жүктелген. Осы бағытта Орал-Астана бағытындағы Тұлпар-Тальго пойызы шығады деген әңгіме көптен жүріп келе жатыр. Қай уақытта жүзеге асады? Жаңағы екінші сұрағыңыздан бастайын. Тұлпар-Тальго ашу осы жоспарда бар. Құзыретті органның бұның нақты мерзімдерін сізге қосымша айтатынбыз. Бірақ бұл жұмыс бойынша едәуір алға ілгерілеген жетістіктер бар. Түбінде бұл болады деген жоспарда бар.
Енді нақты мерзім сізге айтамыз. Ал ет бойынша жаңа айттым, 2036 тонна экспорт бізде бар, ол өте үлкен көрсеткіш. Тек біздің көршілес Қазақстанның өңірлеріне емес, сыртқа да шығарылуда, бірақ импортта бар. Бұл бойынша біз күнделікті айналысудамыз. Бірақ біздің ауыл шаруашылық саласында біздің потенциал өте жоғары. Осы бойынша біз барынша атсалысуымыз қажет, әсіресе аудандарда. Аудандарда біз жаңа айтқан осы қаланың айналасындағы аудан және қала орталығы немесе Бөрлі ауданында өндіріс дамыған, бірақ қалған ауданның барлығы осы ауыл шаруашылығы. Яғни осы мал шаруашылығы, жайын жерлер бар, суармалы жерлер бар. Сондықтан тиісті мемлекеттік қолдаудың арқасында осы ет өнімінің көлемін ары қарай арттырамыз деген жоспарда бар. Рахмет. Тамара Исламова, Уральская неделя. У меня вопрос к вам, Алтай Сидерович. Вы вот только начали свою работу на новой должности, и сейчас, сегодня вот эта пресс-конференция, она посвящена вот плану нации, о 100 шагах и так далее. Ключевые моменты этой программы – это, да, подотчетность властей, прозрачность и открытость. И у меня к вам вопрос, как часто вы намерены встречаться с нами, журналистами? Как часто мы можем рассчитывать на пресс-конференции с вами, именно с вами? Потому что нам, журналистам и обществу, важна ваша личная позиция по важным для населения вопросам. Спасибо. На самом деле, это тоже актуальный вопрос. Вот сегодня мы даем пресс-конференцию по 100 шагам, и эта работа дальше будет продолжаться. Мы с коллегами этот вопрос уже обсудили. То есть регулярно будут выходить на пресс-конференции и приглашать журналистов региона, руководителей управлений, каждый по своей отрасли, в соответствии с планом, графиком. Акимы районов будут приходить сюда, будут информировать наше население, может быть, даже в самом районе, в первую очередь, и затем в областном центре, какие вопросы решаются, какие имеются проблемные вопросы. Заместители акимов областей тоже будут выходить. Я тоже буду регулярно выходить на пресс-конференцию, в том числе в акимате города. Мы прятать проблемы не собираемся, наоборот, будем обсуждать вместе с вами, озвучивать, какие планы есть, какие у нас возможности есть по решению этих проблем и что делается, какие результаты мы достигли. Поэтому здесь у нас уже такие планы имеются. Полностью график проведения пресс-конференции вам мы доведем. У нас в декабре продали водоканал, нет, не продали, передали доверительное управление. Мы СМИ освещали. Точно такое же хозяйство водоканала в Кустанае. Там акимат тоже выставлял на доверительное управление, и условие передачи доверительного управления было одно из условий, довольно большое финансовое обязательство. Там до сих пор еще не передали этот водоканал доверительное управление, потому что процесс довольно-таки сложный, вот этим самым финансовым обязательством. У нас это все сделали очень быстро. Вы считаете, что это очень эффективно? Вы чего ожидаете, каких результатов от вот этого шага, от передачи водоканала, доверительного управления при очень странных, на наш взгляд, обстоятельствах? Спасибо. Спасибо. По Батыс су арнасы. Батыс су арнасы находится в ведении областного акимата. Уполномоченным органом является управление энергетики ЖКХ. Вместе с тем, все основные объекты, они находятся в областном центре. То есть все водопроводные сети, канализационные сети, они находятся в областном центре. Также сюда входят сети Зеленского района, Теректинского района. Что из себя представляет эта задача? Вы знаете, что перед нами поставлена задача по приватизации объектов. То есть закон гласит о том, что если есть возможность для бизнеса управлять хозяйством, государство должно отходить от этого. То есть во всем цивилизованном мире частные инвесторы должны вкладывать частные инвестиции, модернизировать, то есть снять нагрузку с бюджета. Вот такая цель приватизации стоит перед нами. В плане приватизации включены до 2020 года Батыс су арнасы,
Уралтазасервис, который занимается вывозом мусора, дорожно-эксплуатационные предприятия, еще ряд коммунальных предприятий, которые включены в план приватизации. По доверительному управлению это первый этап. Первый этап для того, чтобы инвестор зашел. Вы правильно озвучили, что когда инвестор заходит, он берет на себя инвестиционные обязательства. А государство, когда дает доверительное управление, оно снижает нагрузку на бюджет. Поэтому я вот буквально на прошлой неделе встречался с новыми доверительными управляющими. Проведена очень конструктивная беседа. В Батсуарнаса тоже имеются долги. Эта компания тоже она не сверхприбыльная, то есть там есть долги. Долги как жителей перед Батсуарнаса, так и кредиторские задолженности. А также вы знаете, что большая изношенность сетей. Это тоже требует больших вливаний средств для того, чтобы модернизировать это хозяйство. Вот, канализационные сети почти 70% изношенность. Водопроводные сети свыше 60% изношенности. То есть мы все каждый день пьем воду, все жители города, полобласти здесь живет. Поэтому это очень важно, чтобы вливали инвестиции. Если доверительный управляющий не будет выполнять свои обязательства, мы будем принимать меры. Просто расторгнем договор. Будем сами управлять. Но мы должны создать условия для бизнесменов. И они должны в итоге прийти к безубыточности, модернизировать сети и в итоге получить качественный сервис. Спасибо. Асель Русалиева. У меня тоже вопрос, касающийся сетей. Вот, в плане нации важный момент, важное внимание уделяется именно вопросу обеспечения качества энергоснабжения. Но, к сожалению, в нашей области эта проблема остается актуальной, поскольку каждый год зимой вообще десятки сел в районах, и, кстати, и в Уральске тоже, вот в некоторых микрорайонах, люди сидят сутками без света, без электричества. Как вы планируете решать эту проблему? Обратите ли вы внимание вообще в своей будущей работе на этот вопрос? Мы все свидетели того, что почти каждый год в осенний, зимний, весенний период, когда перепады температуры мы наблюдаем, когда резкий холод переходит в резкое тепло, либо обратное, наблюдаем обледенение электрических сетей. Ну, это, наверное, в первую очередь природно-климатические условия наши способствуют этому. Чтобы решить этот вопрос, конечно, в первую очередь нужно модернизировать. То же самое, свыше 70% наших электрических сетей, они изношены. Но в соответствии с планом идет модернизация. Мы будем этим вопросом заниматься. Очень сложный вопрос, капиталоемкий вопрос. В первую очередь будем решать вопросы, где самые сложные участки работы. Потому что тоже немало средств это требует. Да, это неудобно, когда люди сидят без электричества в современном мире. Мы эти проблемы понимаем. Поэтому в план работы мы включили это. Вместе с электросетевыми компаниями, это в частности ЗАП «Казрэк», мы будем заниматься этим вопросом. Это непростой вопрос. Будем заниматься. Спасибо. Роман Копняев. Здравствуйте, Алтай Сидирович. Сегодня вы не стали рассказывать об индустриальной зоне. Проект действительно жив еще, будет ли осуществляться? Что все-таки за производство намечено построить? Роман, индустриальная зона, она нужна для того, чтобы создать условия для новых производств. Это тоже как принцип государственно-частного партнерства. Если новые предприятия, новые заводы, либо инвестор, он придет к нам, мы должны ему показать место, где он может спокойно начать работать, где подведены инженерные инфраструктуры, а его задача за счет своих средств поставить производство и работать на нем. Но сейчас сложная экономическая конъюнктура, она влияет все-таки на принятие этого решения. Вы помните, в прошлом году турецкие инвесторы приходили. В этом году тоже намерены ряд инвесторов прийти. То есть привлечь инвестиции – это непростая работа. Но это наша задача, то есть привлечение стратегических инвесторов. Эта работа будет продолжаться. В первую очередь мы будем искать инвесторов. То есть мы хотим с минимальной нагрузки на бюджет выйти. То есть эта работа, она нужна. Есть ряд проектов, которые мы сейчас не можем озвучивать, пока не проработано. Когда уже окончательно будет соглашение подписано, мы будем озвучивать. То есть мы должны создавать условия для бизнеса.
Қазақстан Урал телеарнасы, Айгүл Лагашкина. У меня вопрос касается 59-го шага плана нации, привлечения стратегических инвесторов в сферу энергосбережения. Насколько мне известно, переговоры уже ведутся. О какой сумме идет речь и сколько необходимо для модернизации АО «Жайықтеплоэнерго» и «Запказрэк», и как это отразится на тарифной политике? Вы тоже затрагиваете очень важный вопрос. «Жайықтеплоэнерго» – это основной поставщик тепла в областном центре. Кроме «Жайықтеплоэнерго» еще есть 19 автономных котель в областном центре, но изношенность очень большая. Изношенность тепловых сетей на сегодняшний день составляет 52%. Было еще больше, но благодаря вложенным средствам со стороны государства изношенность она улучшается. И этот отопительный сезон мы, слава богу, прошли нормально. Уже сегодня-завтра мы уже завершаем отопительный сезон. Соответствующее поручение уже дано. Вы знаете, что когда в соответствии с законом трое суток подряд будет среднесуточная температура плюс 10, надо уже отключать. Сейчас пока плюс 9. Но мы сказали, чтобы экономить деньги наших жителей, уменьшается сейчас температура. По «Жайықтепло» самому, там тоже котлы требуют модернизации. В «Жайықтеплоэнерго» ситуация тоже непростая. «Жайықтепло» имеет задолженность перед газовиками на 1 миллиард тенге. Население должно, самому «Жайықтепло» 600 миллионов тенге. Видите, какая ситуация, над чем мы должны работать. Но вместе с тем надо модернизировать, поскольку зиму мы переживаем только благодаря тому, что «Жайықтепло» у нас работает, обеспечивает теплом. По стратегическим инвесторам, буквально вчера мы встречались с руководителем Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане, госпожой Джанет Хекман. Европейский банк реконструкции в ряде регионов Казахстана уже достигла соглашения по инфраструктурным проектам, а также по транспортным проектам, по проектам освещения. Но мы тоже заинтересованы. Это на самом деле является стратегическим партнером правительства, потому что на уровне правительства имеется договоренность с EBRD, это Европейский банк реконструкции и развития. Мы тоже сейчас хотим проработать. Ряд вопросов было обсуждено вчера. Это привлечение инвестиций в тот же общественный транспорт, о котором мы говорим. Такие проекты уже в Алмате имеются, в ряде других городов. В Кызылорде, еще Усть-Каменогорске, по-моему, если не ошибаюсь. По освещению улиц энергосберегающими технологиями областного центра за счет привлеченных инвестиций. Этот вопрос тоже обсуждался. А также по инфраструктурным инженерным объектам, в том числе «Жайықтеплоэнерго». Европейский банк реконструкции проявил заинтересованность в данном проекте. Теперь начнется очень большая, кропотливая, скрупулезная работа. Сейчас говорить о сумме еще рано. Нужно, чтобы эксперты оценили состояние текущее, оценили возможности, оценили эксперты, чтобы какой котел требует какой модернизации, какое оборудование. То есть мы не должны стоять на том, что мы достигли. То есть все котлы, они у нас 60-х, 70-х годов. Кроме ГТУ, которая японская. Поэтому на повестке дня очень остро стоит этот вопрос. Если мы договоримся, то есть там тоже очень сложный процент. Нужно посмотреть процентную ставку банка, чтобы для нас это не было обременением. Нужно посмотреть другие вопросы, которые мы берем на себя обязательства, и затем принимаем решение. И, естественно, это инвестор, это банк. Банки тоже имеют свои требования. Мы изучим опыт других регионов, опыт, может быть, даже других проектов в других странах, и с данным стратегическим партнером проведем работу. По результатам вам сообщим. Рахмет. Көп рахмет, құрметті әріптестер. Спасибо за вопросы, дорогие коллеги. Алтай Сейдірұлы, сізге де көп рахмет. Жұмыстарыңызға жеміс тілеймін, келесі кездескенше.